Моего 14-летнего сына хотели насильно забрать в военкомат. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как облавщики в Таджикистане совсем потеряли всякий страх и стыд. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Житель Душанбе Бахадур Мирзоев сообщил, что неизвестные лица совершили облаву на его 14-летнего сына, чтобы забрать его в армию, и при этом избили. В МВД заявили, что расследуют жалобу, а в Министерстве обороны утверждают, что случаев облавы в этом году не было, так как увеличились ряды добровольцев. По словам Бахадура Мирзоева, инцидент произошел 30 октября, когда его 14-летний сын Киан возвращался домой из магазина. Когда он возвращался домой, возле него остановилась тонированная машина, и неизвестный пытался затащить его в салон. Киан убежал, но путь ему преградил другой человек и потребовал показать документы. Сын сказал, что учится в 8 классе, после чего его отпустили, рассказал собеседник. По его словам, водитель этой машины извинился перед сыном за то, что ошиблись. Но семья мальчика обеспокоена тем, что из-за действия этих людей их несовершеннолетний сын находился в подавленном состоянии. 2 дня Киан не выходил из своей комнаты. Он сказал, что когда его пытались затащить в машину, неизвестный ударил его по спине, и гематома, образовавшаяся от удара, держалась несколько дней, сказал Бахадур Мирзоев. По его словам, он обратился с жалобой в прокуратуру столичного района Исмаили-Самани и потребовал тщательно расследовать инцидент. С ним также связалась уполномоченная по правам ребенка. Хуршед Курбаншоев, представитель общественной организации «Офис гражданских свобод», сказал, что это первая официальная жалоба на облаву в ходе нынешней призывной кампании. Как вы относитесь к такой ситуации? Ошиблись, с кем не бывает. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Это уже переходит все границы. Между тем, в Минобороны Таджикистана заявляют, что сейчас большинство молодых людей идут служить в армию добровольно. Ранее некоторые жители Хатлонской области жаловались, что власти применяют новый метод призыва. Отрезают им электричество и закрывают мечети, чтобы заставить их вернуть своих сыновей из России и отправить в армию. Юрист Шакирджон Хакимов говорит, что несмотря на широкую пропаганду, незаконные методы призыва в армию до сих пор практикуются. Можно сделать вывод, что определенные круги превратили этот процесс в своего рода бизнес. Однако в Минобороны отрицают случаи облавы и заявляют, что план осеннего призыва практически выполнен за счет добровольцев. Бахадур Мирзоев, отец 14-летнего мальчика, говорит, что случившееся с его сыном правда, и он хочет, чтобы виновные официально извинились перед его семьей. Он считает, что с помощью камер наблюдения в столице Таджикистана не составит труда найти виновных в облаве на его сына, но прошло почти 2 недели после инцидента, а извинений семье Мирзоевых так никто и не принес. Как вы думаете, они дождутся этих извинений или хотя бы какого-то официального документа? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И знаете ли вы какие-то факты облавы в этой призывной кампании? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!